Информационная служба Грозного работает в прямом эфире. Мы расскажем вам о главных событиях дня в студии Зураб Центроев. Пора заселяться. В Ведино открыли новый поселок для пострадавших от оползней. Как получить номерные знаки и почему нужно быть осторожным при обгоне? Автовладельцу будет выдаваться единожды электронный технический паспорт, в котором будет храниться вся история транспортного средства. Госдума обсуждает, а россияне голосуют по поводу новых правил дорожного движения. Канвас дополнит архитектурный ансамбль Грозного. Впервые на Северном Кавказе в управлении гостиницы будет задействован международный гостиничный оператор. В столице продолжается строительство современной гостиницы. Сегодня самый почитаемый день недели у мусульман – пятница. В это время каждый верующий в полдень должен совершить обязательный рузба-намаз в мечети. Для этого Рамзан Кадыров прибыл в мечеть имени дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Хамзата. Пятничную хутбу перед собравшимися прочитал советник главы Чечни Адам Шахидов. В своей проповеди богослов рассказал о важности соблюдения всех предписаний в месяц Рамадан. Каждый обязан воздержаться от всего запретного, что нарушает пост. Также затронул тему уважительного отношения мусульман к своим родителям и о вреде от последователей радикальных течений в исламе. Amin olş, yoxu şozlağı, amin olş, qozlağı, amin olş, qoz amin elir çuva, os minber derş dağul halv olş. Yoxçult elçniye sallallahu aleyhi ve sellem, Yeyxam bin velç, ashab şahtırdır, Ya Resulallah, qoz amin ma elir idahu der el. Cebrail melek denir elir elçinu aleyhissalatu vesselam. Halkar amin şa'alar bahan bilgal deş elir suva. Cebrail melek ve duadir delir selam marşal khülçun. O marhibattan çuah. Nisvel khilwaş vel quwanakh. Marhibattan çuah iwal şiyah. Dal şiyan geçtedin. Dal şiqiyet mah gen waqil is'al Cebrail ve duadir. Şeyh amin al elir suwa şa amin elir. Şazla amin elir şa Cebrail melek ve duadir delir selam marşal khülçun. Ya Muhammed haz yaqin çmettah. Hon salavat sadilin khilwaş vel quwanakçun dal geçtedik. Allah dal şiqiyet men gen waqil is'al. Qazla amin alar bahan düş elşna bilgada sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail melek ve duadir شدينت واخ واخن ايش دوق خللت يترش النقطع دوق خللت ايش بحندوش يلس بنا سودح الله دال شيقيت مهجين واقيل از امين ال الارشيك امين الارشاه دعاء ديش ديك جبرائيل الملك دوش امين اولش ويلشي وش صلى الله عليه وسلم اون دعاء دويس. Также богослов рассказал о происхождении ваххабизма, его истинных целях и бесчинствах, творимых и близким государством. Эта группировка наносит исламскому миру огромный вред и делает это осознанно. Основываясь на фактах, он рассказал, что Даиш и подобные ей течения являются основными силами врагов ислама. По завершении проповеди прозвучал икама, призыв становиться на молитву. Глава республики вместе со всеми, следуя за имамом Адамом Шахидовым, совершил рузба-намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего обрядами тасбих и вирд. В Ведино открыли новый поселок, построенный для жителей, пострадавших от оползней. Дома со всеми удобствами возвели в рекордные сроки. Каждой семье также выделен земельный участок. На открытие прибыл и главный инициатор большой стройки Рамзан Кадыров. Тему продолжит Ясмина Гацаева. Балаевы потеряли свое жилье в ходе недавних оползней. Семья из 6 человек до этого момента проживала во временном пункте для пострадавших от природных аномалий в местной школе. Признаются, когда узнали, что за дело восстановления домов взялся лично Рамзан Кадыров, и не сомневались, что в скором времени получит новое жилье. Но не ожидали, что это произойдет настолько быстро. Прошло чуть меньше 2 недель, а они уже не могут поверить, что справляют новоселье.
هردك بوصوت كان بيبو ال غين حشول باش دك داتر مش سنة داديش يحوق شو دي بقدك ديتش دا تون خا أحم سان أغور تون غير در ال إيش دوك توك خليرتها وتبس خين ولش ديل ريز خليل تون خليل إبينش تننا ديل ريز خليل إتو دكانت إبين ول آخر دويتي أرغين سن هذا على إنتين واشتين وخوشن دير رزق رم باي بتشان يرمي رمضان كديرنا تنان ماني نسينا دير رزق تان ويشخان وديش بوش دال عالش بويل شويتي. Дома строились по принципу количества человек в семье, как минимум 2 спальни, гостиная, кухня, ванная. Все комнаты обставлены новой мебелью. Каждому дому подведены все необходимые коммуникации. Облагорожена территория вокруг дворов, в каждом из которых сегодня с утра царит праздничная атмосфера. سن شيلا أيو رمضان نادي الرزق تغلش دين حطي فنداخر يدعس ديس شوك خاني يالس تغلش دين سيوك يشيو دي الرزق سنة خير سنين شنان أيماني ناخل بقدك ديش تخينيت قصة صداقة بيش يتسع ترويو سوش أتخيني دولش أو غيل خلخن يقنا أوخ أق هين سريوش شخيل شخين عقدتر ديل خيتم خيل كديرون خان هرتخون خلش بالبوغمش كير تابعكن إسلام كير تعولش خزنيخ صندوق غلق دي سار تخون إش سيخو خيديو سميتر سون ديريس خيل آلو أردر باي بچان رمضان أخمادويچان سو تخون دي نقدوق غلق دو هر خزوس ميشيل سنان أيمانينا ديريس خو خو إش سيخ وقت دور دميش تاتر تو يشتروا يحليلش مدري متقاتقنا فوق سانشينك إنك كتوخ نزي نشتغل رمضان ليل ريز خلالتنا أيمانينا فوتلسي خوخش دور دوال لقاهم داترتو ليل ريز خلتان تغان تخشكول تأخذنيه سن خلا درت خون عبير ثانية تغان رسيخ إيش دير دو ألدقح داتر خزنيه سن سيخ دالا دالتين تخشو دولتين دير ريز خل كدير رمضان نقدر خل أيماني نقدر خل دق ديش دو تخينر نيسيلرنا تخون غدرنا دق خزخيتر دو تخون دينك تخبيرش دينك ديريس خل مسارنا واي بتشحنا ديريس خل تخوخ دوغلز أروال تخبحنا حيزم خلرنا ديلا هين شو حقوش شو واحد إن يلا شاشس سخل أويل مغلي سطير آريو شخل أويل ثانية زوجة تغن رمضان بهندلش تون دق وغلا دق ناقص تلادينا رمضان بين أيماني شو قودين كتير دتون قتون يوشو ما دات خصوص مش ديل ريس خل آلو در وی پچه هن رمضان کدیرن تخن أوتسوق أزيك خنيو يوليت خيوخ نسمش دخيتنا دقخ دير ريس خل در قصن. Несмотря на минимальные сроки, работы выполнены на совесть, говорит в своем выступлении руководитель администрации главы и правительства Ислам Кадыров. полностью массу домча, ремонт, мебель, массу марнонч. Един чакайла, так, суна, хона, фонд тюгел, вмехнан, амана, баркал дерез алярдар, твахтиша теша, тхона, хартишам была бела, твой бог бейтан. На торжественное открытие поселка приехал глава Чечни. В своем выступлении он отметил, что сегодняшнее новоселье стало возможным благодаря сплоченной команде. История не знает примеров, когда за максимально сжатые сроки построен целый поселок. وإذا شو ضعنا تولد خش من داخل حسن خارج إيش أو بوك ديل غيرنا بوك ضعنا أتاهم ضعنا أعمل عجينة واستيب عندوش بوك على بش بوش بش داك وي خلق عندوش وي مشكا داك ويسن تعوي شوات داكورنا ضعنا شيء سوتي شيء على ذنب باتي ولا غير دلنا ضعنا وي
возможность эту кое дона цахла тел дом сумет такая целая дела дона ишмет киличи шаверги ара воли дона ит не лазам шелазам босан дона да хочлары из бала дона дел дохи хал ахёшлар وشخل دان وين دانه گوش تو خیلی بیوانش که خیلی ویسن دانه شده کنم وقت بله زین شخله حتی هم هنسی دانه تر دانه کیش کش مول بله بات دانه لوی دانه شم خیلی زین کیش تا دول دایش دانه مگه مدار هردی نسوی شانش یشی آوش بیاد دوش لخلوش لخوی دانه خونیت دانه تنه وسی داشته لخ تعیش باش خراب باند داشته و بوسم خراب نخچی خراب باند داشته کنه история самая дучая задача дона ладьячно поэти на дон ценность на бог газ свет мир осо условия что вам авичан чувана ол ценность на бог дона самая хездас дон так вен дал одич дон бе да ищас дон дал водна шей качество дон та адон гала юсабу да бешё что мосо шей утеёш бешёш мет киллер дон дал дон مسیر دانه دانشمند در وین دل دانشجو در دانه شیعه تو ماهی دوی وین در این سه در دوی وین دختران دانه تنه هم زیر کردی ایزین ایسپور دایچ اربول نخول حقه دان تین و گل در روش فوتک دانه در لحظه حدود بیکن بود اشته کل در روش اربول دانه خواه در تیگه وحیر دانه تیگه خلیر روش خلیر هر خلیر باشه خط بر انتین دانه تکیت پچکه ویچ اربول نخول تکیه خدرس دانه خالص ليختن سعادة كل أصلا، شن باخم خربات، يبي خربات، هو تقدر دين واحد ولا نودعنا، أقدعنا شالخ شيء ويلنتي، شيء عبلتي بيجونا جونا شن داخل نستدي شيئاتنا، ويدعنا نخشوا دو وينخشوا خلاص دعنا، زملهم دعنا، ويدي موه دعتي، ويموه ديش دي، ويلاين، سيختل وصوب ريخل، دعنا، شيء غير ما دوغي ويدال. معرفش ونيح محيط دوالوي دار موش دوش إلسي دار دوافر كل هوس مشكادان تخين دلوش كيبر أوه شونا شو ريز دار يج تخين دلوش أوه شون أتخنا وصل دهايسان تدان هوكا دانا مسارة دانا سمون هوكا ميلو والشارع حبو باقي شو بيسن جنبالك الدير ريس الألاء هوكا دار لا تندان دار مسارة لا دار شيء دار دان الحمد لله الله بقدويتي صم حاجة وروتي ستيش سم حاجة وروتي جدان شكل دالتين رحمود يجوبوا شو نحو جدانا شو حوس بكاير جدانا Здесь же были вручены ключи и документы от 4 комнатных квартир в Грозном 5 семьям, пожелавшим переехать жить в столицу. А ответственный за строительство домов Ислам Кадыров и гендиректор строительной компании Саламбек Центроев удостоены наград за добросовестный труд. Почетное звание заслуженный строитель Чеченской Республики Кадырову Исламу Вакаевичу, руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики. Награждается почетным знаком за трудовое отличие Центроев Сулембек Баудинович, генеральный директор Чеченстрой. Уже после официальной части Рамзан Кадыров осмотрел новые дома введенцев. Увиденным он остался доволен, а местная детвора по уже сложившейся традиции получила от главы республики подарки: мальчики – велосипеды, девочки – мягкие игрушки. Оползни стали причиной того, что 22 семьи из 2 сел Веденского района остались без крыши над головой. Опасная ситуация еще сохраняется, подчеркнул Кадыров, но приняты все меры во избежание жертв и разрушений. Здесь уже 17 домов построено, и в последующем уже на подходе сдачи в Сатойском районе еще 30 домов, и на Юртовском районе. Я считаю, что мы работали успешно. Наши строители еще раз доказали, что они умеют строить. Продолжаются дожди. Это природное явление, на все воля Всевышнего. Мы должны бороться для того, чтобы не были больше, так скажем, разрушений дорог, газопроводы. Мы создали штаб, и штаб наш работает. Мы даже привлекаем спецтехнику, чтобы огородить те села, которые в горы идут, так скажем, уже реки. Раньше там, если можно было сказать, дожди были, сейчас целыми ручьями идут на села. Поэтому я думаю, что главное, я уверен, это человеческая жизнь. Главное, чтобы все мы живы и здоровы, а остальное все возможно восстановить или заново построить. Для этого мы и есть. Я думаю, что мы справимся со всеми сегодняшними природными явлениями.
В это невозможно поверить, говорят как жители, так и сторонние наблюдатели. Более 20 семей в одночасье остались без крова. Проливные дожди в начале июня вызвали оползень в нескольких горных районах. Пострадавших разместили в здании местной школы. На место стихии сразу же выехал глава Чечни. Решение помочь жителям введено было принято немедленно. Ответственным за возведение целого поселка был назначен руководитель администрации главы и правительства Ислам Кадыров. И, казалось бы, практически неподъемная задача – построить целый поселок до праздника Идаль-Аль-Фитр. Работа закипела, строители трудились, можно сказать, круглые сутки. Ущерб был нанесен немалый, однако ждать выделения средств из федерального бюджета не стали, так как подготовка документации и бюрократические проволочки занимает много времени, а многие семьи к тому же ютились у родственников. Все расходы по возведению 17 домов взял на себя фонд имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Счастливые новоселы свои эмоции не сдерживают. Ramzana valien hausasin sich tienos die dumachen tienos chadas die tudala shdawai tual poche fond aymanina deres khal jox sich dörda tarqa tienos dolar da chudo da tarq markhan shtos ma Allah qoch chaqleli deres khalta musalla. Сразу после торжественной части настало время вечерней молитвы, а значит и разговения. Ифтар Рамзан Кадыров вместе с новоселами совершил прямо здесь, на улице, которая носит имя Аймани Кадыровой, президента фонда имени Ахмата Кадырова. Ясмина Гацаева, Мансур Саев, Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости. После торжественного открытия нового поселка в Веденском районе Рамзан Кадыров посетил зиярат Хеды Кишиевой, матери шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Здесь глава республики вместе с соратниками сделал дуа, прося милости Всевышнего всей мусульманской умме. Также Рамзан Кадыров выпил из источника имени Мосера Кишиева. Почитаемый верующими зиярат находится высоко в горах, в красивом и живописном месте. Практически круглый год сюда направляются тысячи верующих из разных уголков страны и зарубежья для совершения паломничества. Большая стройка близится к завершению и в Шатойском районе. В Гушкорте, наиболее сильно пострадавшем от оползней, возводятся дома для местных жителей, которых стихия оставила без крыши над головой. За ходом работ следит Розана Цамаева. На Вашиндеройском мосту в Шатойском районе вот уже несколько дней непрерывно происходит сход горных пород. Множество единиц спецтехники и десятки рабочих круглосуточно борются с последствиями природной стихии. Это не останавливается, он идет и идет. Орган чуть-чуть, орган уже орган перекрыт, берег его открытый, чудо-эльдер, там доходил, а есть Тем временем работа по возведению домов для пострадавших от оползней в Шатойском районе идет полным ходом. В ней задействовано более 500 рабочих и около 100 единиц спецтехники. Строители трудятся в 3 смены, отвлекаясь лишь на совершение обязательных молитв. Этот дом строители обещают сдать одним из первых. Основные работы завершены, дело за малым. Осталось завершить штукатурку стен. Уже к концу месяца постройка будет сдана под ключ. Одновременно ведутся и отделочные работы, и кровельное покрытие, и в том числе и благоустройство. Все работы выполняются с соблюдением всех правил качественного уровня и
стараемся ложиться в срок. Строители трудятся над возведением 30 домов. Каждый из них на момент сдачи будет заставлен мебелью. Пострадавшие от природной стихии жители смогут встретить праздник Ураза-Байрам в своем новом жилье. Розана Самаева, Халид Мовсаев и Дани Хавхаров. Новости. Также завершено восстановление объездной дороги через Шаройский район. Налажено транспортное сообщение с 22 населенными пунктами Шатойского и Тумкалинского районов. Работники Министерства автомобильных дорог продолжают работы по расчистке пути между населенными пунктами Шатой и Вашиндарой, где ранее произошел обвал горной породы. Для ликвидации происшествия на месте задействовано 24 человека и 11 единиц техники, в том числе представители МЧС по Чеченской Республике. В прокуратуре республики состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. В его работе приняли участие уполномоченные по защите прав предпринимателей, представители контролирующих органов, общественных объединений, а также ответственные работники прокуратуры республики и районов. Шарпуди Абдулкадыров отметил, что защита прав предпринимателей является приоритетной задачей ведомства. Он подчеркнул, что необходимо уделить внимание повышению правовой культуры предпринимателей и своевременного информирования уполномоченных органов о нарушении их прав. Подводя итоги заседания, Шарпуди Абдулкадыров нацелил прокуроров на активизацию работы в сфере защиты прав предпринимателей. За 5 месяцев 2016 года органами прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности выявлено более 4500 нарушений законов, по которым вынесено свыше 2000 актов реагирования. По инициативе прокуроров к различным видам ответственности привлечено около 1000 должностных лиц. Отменено и приведено в соответствие с действующим федеральным законодательством 470 правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления. Названная статистика свидетельствует не об ухудшении состояния законности, а о повышении степени защищенности субъектов предпринимательской деятельности во всех направлениях их работы. Достаточно сказать, что в 2016 году прокурорами не допущено ни одного факта проведения неплановой проверки деятельности хозяйствующих субъектов. Отказ в удовлетворении ходатайств органов государственного контроля и надзора об этом составил 85%. Во всех 30 установленных случаях проведения проверок с нарушением законной процедуры виновные лица привлечены к административной ответственности. Таким образом, в республике усилиями главы и его команды в основном созданы все необходимые условия для развития предпринимательства, а также благоприятный инвестиционный климат. Подтверждением этому являются рейтинговые данные, поступившие с прошедшего накануне в Санкт-Петербурге Международного экономического форума, согласно которым по динамике показателей давления, административного давления на бизнес Чечня занимает первое место, а по общим показателям национального рейтинга расположилась на почетном 14 месте. Сегодня не стало известного историка, академика Академии наук Чечни Шарпуди Ахмадова. Профессор Ахмадов был известен в широких кругах страны и региона как крупный специалист в области исследования средневековой истории народов Северного Кавказа. Он является автором 130 научных работ по истории Чечни и Ингушетии. В их числе ряд монографий, получивших высокую оценку отечественной и зарубежной научной общественности. В 2003 году указом президента Чечни Шарпуди Ахмадову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки». С 2006 года академик работал заведующим кафедрой историографии и источниковедения ЧГУ. Госдума обсуждает изменения правил дорожного движения. Поправки касаются выдачи номерных знаков, обгона и наличия специальных детских кресел. Тем временем в интернете продолжается голосование за и против изменений. Подробности возможных нововведений в материале Рамзана Джамбекова. Если предложенные МВД поправки будут одобрены, то водители существенно почувствуют изменения. Так, правоохранители хотят запретить оставлять в машине детей младше 6 лет во время стоянки. В случае несоблюдения такого правила водителя автотранспорта ждет штраф в размере 500 рублей. 500 рублей штраф,
Помимо этого, родители обяжут во время перевозки детей в машине в целях безопасности использовать детские кресла. А вот детей старше 7 лет уже можно будет закрепить ремнями безопасности в том случае, если он сидит на заднем сидении. Если правила перевозки детей упрощаются, то правила обгона становятся жестче. Водитель, не успевший вернуться на свою полосу при совершении маневра до запрещающего знака или сплошной линии, будет считаться нарушителем. وشو خاتش از دو برش خلاق را لیلو احتو خلاب يزد برشين نوخشي غاز خسان شيء خلات عبر مستحاچو عادي بردو Закон сдегуа лилор дух юк дала ой теяс мобок закон мобок лилор дух ой дон. Нис дух из дон воркшоп кайче ой кресло да лилор дух. О нис хетсон из дон безопасность наган бежен ой дик дух хилч дон. Я с нынешним законом согласен в связи с тем, что большинство ДТП случается в связи с тем, что наши водители на перекрестках и таких местах, где вот садики, школы или перекрестки, где надо повернуть, любой водитель должен принизить свою скорость. Я считаю, потому что предвидеть должен ДТП или какое-то неадекватное состояние, в смысле ситуация. Также претерпеть изменения выдача номерных знаков. В случае вступления законом в силу автовладельцам предстоит изготавливать регистрационные номера за свой счет. Внесены такие поправки в законопроект об изменении регистрации транспортного средства. Данное изменение включает в себя что? То, что при регистрации транспортного средства автовладельцу будет выдаваться единожды электронный технический паспорт, в котором будет храниться вся история транспортного средства от купли-продажи транспортного средства, ремонтных воздействий, которые производились где и когда страховали данное транспортное средство. Общественное обсуждение продлится до 6 июля, после чего станет известна дальнейшая судьба законопроекта. Рамзан Джамбеков, Тимур Хайдаров, Адам Даниев. Новости. В Грозном скоро появится еще одна гостиница. Арабская компания Троян Холдинг продолжает строительство отеля «Канвас». Он расположен рядом с Ахмат-ареной и в основном рассчитан на участников и гостей крупных спортивных событий. Слово нашему корреспонденту. Строительство пятизвездочного гостиничного комплекса «Канвас» вступает в завершающую фазу. Реализация инвестиционного проекта была начата 2 года назад. В состав комплекса входит отель на 120 номеров, ресторан, парковка и 3 торговых центра. Впервые на Северном Кавказе в управлении гостиницей будет задействован международный гостиничный оператор, у которого очень высокие стандарты и требования к персоналу и обслуживанию гостей. А на данном этапе мы делаем черновые отделочные работы. Это штукатурка, кирпичная кладка уже в завершающей стадии. Также скоро будут установлены фасадные системы и окна. Монолитные работы полностью завершены. И скоро мы уже перейдем к окончательным отделкам. По задумкам авторов проекта, экстерьер гостиницы будет выполнен в традиционном арабском стиле, а ветровые башни, которые построят с обеих сторон здания для дополнительного кондиционирования, также станут декоративным элементом, уверены здесь. Концепция данного отеля, она предполагает традиционные ветровые башни, которые в старину, когда не было систем кондиционирования в арабских странах, использовались как системы вентилирования для охлаждения помещений. То есть у нас они будут носить более декоративный характер, но в любом случае будет улавливаться восточный стиль нашего здания. Также в ритейлах, в торговых центрах на территории нашего комплекса 3 торговых центра. Также они будут сделаны в традиционно арабском стиле. Впрочем, гостиница «Канвас» не единственный инвестпроект, который успешно реализовывается на территории Чечни. На стадии исполнения еще 34 проекта, а за первое полугодие 2016 года уже построено 12 объектов, среди которых и программы республиканского значения. По данным статистики, объем инвестиций в основной капитал на территории города Грозного увеличивается, в том числе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, например. По сравнению с первым кварталом 2015 года у нас увеличение на 30%, к примеру, можно сказать.
Вот. Это говорит о том, что инвесторы большее доверие проявляют к нашей республике, большую заинтересованность. Вот. Еще одним свидетельством того, что инвестклимат как в республике, так и в городе Грозном улучшается, с каждым годом является то, что уже второй год подряд Чеченская республика занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить рабочими местами более 150 человек. Гостиница сможет принимать как футбольные команды, так и болельщиков, приезжающих в столицу. Впрочем, двери комплекса будут открыты каждому желающему. Элина Дадаева, Мансур Саев, Ибрагим Налаев. Новости. Только 8% россиян доверяют частным клиникам. Такие данные опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. По словам специалистов, пациенты сомневаются в компетентности врачей. Известны случаи, когда у клиентов подобных медучреждений возникали осложнения. Региональный рынок медицинских услуг изучила Седа Сапарова. Согласно данным регионального Минздрава, на территории Чечни сегодня функционирует 156 частных клиник. Каждый год их количество увеличивается еще в среднем на 10-15. Чтобы открыть медцентр, необходимо всего лишь собрать пакет документов, иметь помещение и закупить медтехнику. Список документов находится на сайте министерства, на стенде здания министерства. Не является секретом. Любой желающий может скачать эти документы с официального сайта или зайти в здание, взять бланки, либо посмотреть, там есть бланки за правильное заполнение образцы заполнения заявления. Заявка на предоставление лицензии должна быть рассмотрена в течение 45 рабочих дней. По словам специалистов, большинство частных клиник в регионе работают добросовестно, однако есть и те, что в погоне за прибылью пытаются обойти закон. Встречаются еще случаи, когда недобросовестно индивидуальный предприниматель или руководитель юридических лиц прекращает свою деятельность как налогоплательщики, но де-факто осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг. Такие случаи выявляются при формировании сводного плана проверок на следующий год путем межведомственного взаимодействия. И лицензии прекращаются по решению лицензирующего органа. За прошлый год было выявлено 6 таких случаев. Однако и наличие лицензии не всегда гарантирует высокое качество оказываемых услуг. 3 года колонии и лишение права заниматься врачебной деятельностью еще 3 года. Это итог резонансного уголовного дела в отношении лор-врача одной из частных клиник Грозного, где скончался 16-летний подросток. Хирургическая операция по удалению искривленной части носовой перегородки была проведена пациенту Олегом Григорьевым. Следствие установило, что именно он виновен в смерти юноши. Операция была назначена без полного медицинского обследования, без консультации с педиатром, кардиологом. Через несколько часов после операции подросток скончался в палате медицинского центра. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть несовершеннолетнего наступила в результате острой сердечной сосудистой недостаточности вследствие патологии сердца. По данному факту следственным отделом по Ленинского района города Грозного было возбуждено уголовное дело. Если бы врачи клиники провели необходимое обследование осложнений, а значит и смерти пациента, удалось бы избежать. К слову, Григорьев уже успел обжаловать приговор. Если пациент все-таки решил обратиться в частную клинику за помощью, необходимо помнить, что перед любой, даже самой незначительной операцией необходимо удостовериться в компетентности персонала. Во всех и государственных, и частных учреждениях мы требуем наличия внутреннего системы, наличия внутреннего контроля качества безопасности медицинской деятельности. Конкретный список анализов, он прописан в соответствии со стандартом лечения, который утвержден Министерством здравоохранения Российской Федерации. По каждому заболеванию, практически по каждому заболеванию есть стандарты лечения. И разработаны клинические рекомендации. То есть минимум обследования, и лабораторное, и инструментальное обследование, которое должно предшествовать формированию диагноза. Пациент, обратившись в частную клинику, если сходу ему прописываются лекарства, пилюли, неважно, без обследования, даже элементарно, должен как-то остерегаться вот этого.
Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, только 8% россиян доверяют частным клиникам. Свой выбор они объясняют прежде всего большими очередями в поликлиниках и некомпетентностью медперсонала. Зоя Ахмадова, заместитель директора одной из столичных клиник, признается, чтобы выжить на рынке платных медицинских услуг, частникам приходится вступать в ожесточенную борьбу за каждого пациента. Наличие конкуренции заставляет нас, частные клиники, работать более качественно, чтобы к нам шли люди, конечно. Мы заинтересованы в этом, мы должны существовать как-то тоже. Мы же не за счет государства работаем, мы то, что мы заработали, имеем. Поэтому мы стараемся улучшить качество работы. И при посещении, чтобы пациентам были предоставлены все удобства в плане приема. Это запись по телефону, выезд на дом, чтобы не было больших очередей. Частные клиники ищут специалистов, потому что они привлекают, конечно, тоже в свою очередь клиентуру свою. Неопытных, молодых мы стараемся не брать. У нас в основном все врачи с опытом, квалифицированные, профессионалы в своем деле. Однако, как показывает опрос, самым главным конкурентом частных клиник по-прежнему остаются государственные медучреждения. Предпочитаете лечиться в частных или государственных? Государственных. Почему? Не знаю, мне кажется, в государственных надежнее. И то, что не касается именно денег. Государственную. Почему? Потому что надежнее, мне кажется. А в частные не ходите? Редко. Мне так кажется, что в частных клиниках работают специалисты лучшего качества, чтобы клиника у них была на хорошем счету, чтобы люди к ним ходили. Я предпочитаю государственные клиники. Почему? У меня самого мама врач и на государственной клинике работает. Я верю государственным врачам, которые работают в государственных клиниках. Луиза Алисултанова работает в одной из грозненских поликлиник, которая обслуживает порядка 32 тысяч человек. Она оснащена всем необходимым оборудованием для постановки точного диагноза. От лабораторий до кабинетов рентгена и флюорографии. При этом платить за исследование не нужно. Достаточно иметь при себе полис обязательного медицинского страхования. Однако врачи государственных поликлиник работают в условиях жесткого дефицита времени. Терапевту выделяется порядка 15-20 минут на прием пациента. В частных клиниках временных ограничений нет. Наша поликлиника считается крупной по сравнению с другими поликлиниками в городе. У нас прием в день в смену 500 посещений получается. А сколько один специалист примерно в день обслуживает? Один специалист. У нас 17 терапевтических участков. Укомплектованность участков составляет 70%. И в день у нас прием ведут врачи с интервалом, в зависимости от диагноза, 15-20 минут уходит на одного больного. И поэтому 20, 23, 24 человека в день. Один специалист обслуживает. Обслуживает, да. Зачастую специалисты совмещают работу в бюджетных и частных клиниках. Поэтому с утверждением о некомпетентности врачей государственных поликлиник здесь категорически не согласны. К тому же врачи как бюджетных, так и коммерческих медучреждений проходят одну и ту же процедуру сертификации. Для нас немаловажно, где учился, обучение его, сертификат, категория. Многие наши врачи, они врачи высшей категории, также находятся на обучении. Из них являются многие кандидатами медицинских наук. И мы стараемся брать хороших врачей, чтобы наше население было довольно ими. Жители региона также имеют право рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в коммерческих клиниках, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования. Таковых в Чечне сегодня 23. Однако, судя по результатам проверок, не все частные медцентры уведомляют пациентов о бесплатных услугах. В ходе прокурорской проверки установили в деятельности 3 частных клиник отсутствие информации, размещенной на сайте. То есть они не обеспечивали информацию, которая могла бы позволить гражданину поинтересоваться, какие услуги он может получить, в каком объеме и порядке. Выявленные прокурорской проверкой нарушения послужили основанием для возбуждения в отношении руководителей 3 частных медицинских клиник административных дел по статье, предусмотренной 6.3 КоАП РФ. То есть это невыполнение медицинской организацией обязанностей по размещению на своем официальном сайте информации о возможности получения
медицинской помощи бесплатно. Нельзя дать однозначного ответа на вопрос, где лечат лучше. Поэтому кому доверить свое здоровье, государственной или частной клинике, каждый решает сам, исходя как из личных предпочтений, так и возможностей семейного бюджета. Однако, чтобы не попасть в руки аферистов и выложив кругленькую сумму, в итоге не оказаться обманутым, важно внимательно относиться к выбору медучреждения и не закрывать глаза на, казалось бы, мелочи. Седа Сапарова, Расул Арцухаев, Айдам Чекуев, Джамал Худжалиев и Дани Хавхаров. Новости. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Адикюэшу.